Всем добрый день. Сегодня в прямом эфире я, главный архитектор республики Алексеева Ирина Дмитриевна. Во-первых, пока люди присоединяются, поздравляю всех жителей республики с наступающим Днем Республики. Вся республика будет отмечать начало столетнего юбилея нашей республики. И вот все мероприятия, которые идут сейчас, конечно, это очень вдохновляющие события, которые задают вектор развития всей республики. И мы, сфера архитектуры и градостроительства, никак не можем оставаться в стороне от этого события. И вот сегодняшний прямой эфир как раз касается темы благоустройства, которая связана с жизнью каждого якутянина, каждого жителя нашей республики. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» мы к столетию республики приходим с хорошими результатами по вообще изменению подходов, совершенствованию архитектурно-градостроительного облика наших городов и сел. Очень много объектов благоустраивается, и мы видим результаты нашей работы в виде благоустроенных парков, набережных, скверов и дворовых территорий. Так, например, сегодня уже факт, что городской парк в городе Нюрба, сквер в селе Бродигистях, набережная в городе Покровске и другие общественные пространства являются самыми интересными современными общественными пространствами, куда приходит много людей, много жителей городов и сел республики. В городе Якутске благоустроенное Талое озеро сегодня является, наверное, одним из главных таких современных благоустроенных пространств, которое показывает пример того, как надо развиваться. Нам, конечно, еще много надо сделать, и здорово, что в республике действуют сегодня различные программы. Например, программа, которая стартовала в этом году, это особенная программа «Тысячи дворов на Дальнем Востоке». Это совершенно впервые мы получили в республике возможность финансовую на благоустройство сразу 124 дворовых территорий. Это будет, наверное, такой прецедент в республике, когда, например, в городе Якутске, в столице республики, за один год будет благоустроено сразу 75 дворовых территорий. Все, что мы делали до этого, это вот в прошлом году 15 дворовых территорий было благоустроено, планировали увеличить до 30, и благодаря таким проектам, как «Тысяча дворов на Дальнем Востоке», в Якутске уже появится 75 дворовых территорий. В остальных муниципалитетах, а участвует в этой программе 37 муниципальных образований, появится у нас, 17, муниципальных образований, появится еще 49 территорий благоустроенных. И это не только дворовые территории, это еще и так называемые мини-парки, потому что сегодня подход к благоустройству дворовых территорий кардинально меняется. Это не должны быть только общепринятые стандартные асфальтирование проездов, бетонирование, стандартное освещение и, может быть, небольшие детские площадки. Это должны быть многофункциональные территории, связанные с благоустройством как зон отдыха для детей, для подростков, так и для взрослого населения, например, зоны отдыха. Так у нас в республике в рамках этой программы появится в этом году 23 мини-парка. Очень активно жители принимали участие в отборе этих территорий. Вот уже начинают поступать вопросы. Спасибо вам большое, что вы присоединяетесь. Например, вопрос от Марины Тимофеевой. Жители домов сами инициируют или управляющая компания? Вообще компания по отбору территорий в проект «Тысячи дворов», он шел очень активно. Жители как раз 17 муниципальных образований, смотрите, какие города, Алёкминск, Ленск, Алдан, Мирный, Удачный, Нерюнгри, поселок Айхал, поселок Нижний Куранах, поселок Максагалох, Уснера, поселок Жатай, Нижний Бестях, Таттинский наслег, Мюрюнский наслег, Амгинский наслег, Сунтарский наслег и, конечно же, город Якутск активно участвовали в отборе. И сами жители инициировали. Например, я, как житель города Якутска, активно у нас была группа в WhatsApp, когда мы с соседями обсуждали, как можно попасть в эту программу. К сожалению, нам не удалось в эту программу попасть, потому что
как раз вопрос касается потом принятия на баланс этих территорий. То есть сами жители, инициируя благоустройство тех или иных дворовых территорий, должны брать на себя ответственность по постановке на баланс в последующем этих территорий. Вот, например, в городе Якутске этот вопрос был поставлен сразу, и вот нашему двору, это Орджоникидзе 49, не удалось попасть в эту программу, потому что жители, некоторые, например, не были согласны брать на баланс на свою управляющую компанию. Что касается мини-парков, они будут на баланс, конечно, ставиться уже в муниципальное образование, поэтому здесь вот такой вопрос, когда благоустройство в первую очередь зависит, конечно, от нас с вами, от жителей многоквартирных жилых домов, каким образом мы организуем именно последующее содержание и эксплуатацию таких территорий. Анастасия Васильева спрашивает, какой населенный пункт, на мой взгляд, в нашей республике наиболее активный в части благоустройства. Вот как раз в рамках программы «1000 дворов», и, кстати говоря, сегодняшний прямой эфир посвящен еще и рейтинговому голосованию. Сразу информирую, что с 15 апреля по 30 мая текущего года в Республике Саха-Якутия, как и в других населенных пунктах, городах и селах всей страны, проходит так называемое рейтинговое голосование. Это участие жителей в части отбора территорий для финансирования благоустройства общественных пространств по всей стране. И вот как раз отвечая на вопрос, какой населенный пункт наиболее активный, в прошлом году в рейтинговом голосовании у нас очень активно приняли участие, например, такие поселения, как город Нюрба и село Сунтары. Это было прямо такое спортивное состязание, когда в соответствии с требованиями рейтингового голосования у нас имеют право голосовать жители старше 14 лет, и они должны были там, максимально участвовать. Так вот, в городе Нюрбае, в селе Сунтары приняли участие больше 100% такой категории жителей, благодаря тому, что, оказывается, в голосовании принимали участие прямо из-за пределов этих населенных пунктов. То есть те, кто жил в городе Нюрба, в селе Сунтары, пытаясь поддержать свой муниципалитет, также отдавали свои голоса. Потом, правда, эти голоса были сняты, но вот как раз прошлогоднее рейтинговое голосование показало, что чем активнее жители, тем реальнее попасть в программу. И вот мы сейчас уже начали благоустройство центральной площади в селе Сунтары по итогам прошлогоднего рейтингового голосования и благоустройство набережной в городе Нюрба. Вот. В Нюрбе, кроме этого, были получены средства по конкурсу «Малые города и исторические поселения», то есть 80 миллионов рублей финансирования предусмотрено под благоустройство набережной в Нюрбе, и 30 миллионов рублей – это благоустройство центральной площади в селе Сунтары, плюс еще софинансирование из местного бюджета. В Якутске сколько дворов планируется отремонтировать? 75 дворовых территорий. Адреса все размещены и на официальных сайтах окружной администрации. Жители могут ознакомиться. Сейчас как раз ведется работа округами, когда они активно обсуждают с жителями и проекты, и в целом идет контрактация, уже определяются подрядчики. Работы планируется выполнить до ноября месяца, поэтому сейчас все лето у нас будут активно вестись эти работы. Что в себя включает благоустройство, я уже рассказала. Будут ли нынче посадки саженцев и цветов, как в допандемийное время? Да, действительно, окружной администрацией сейчас планируется посадка 2 миллионов цветов. Это в рамках юбилейных мероприятий. Коллеги с окружной администрации готовят действительно массовую посадку цветов. И что касается, например, посадки саженцев, то акцент сейчас на многолетнем озеленении. Так, например, в рамках благоустройства проспекта Ленина планируется посадка многолетников, саженцев, уже имеющих здесь понимание, что они приживутся. Вот. Очень здорово, что окружная администрация столицы нашей республики сегодня ведет так называемый проектный офис по озеленению, когда понятно, должна быть структура, ответственная за содержание и эксплуатацию, то есть как в последующем работать с этим озеленением, потому что
Важно не только запроектировать современные какой-то объекты благоустройства, важно не только их качественно построить, а еще более важно их содержать вот в том надлежащем состоянии, которое обеспечивает уют, чистоту и комфорт в городах. Вот как раз Егор Борисов спрашивает, ранее благоустроенные объекты в каком сейчас состоянии. Хочу особо отметить, что состояние таких территорий зависит напрямую от ответственности самих муниципалитетов. Например, те территории, которые обустроены вот в улусах нашей республики, они действительно сегодня имеют хорошее понимание содержания этих территорий. Например, во многих уже муниципалитетах созданы так называемые дирекции управления общественными пространствами или какие-то структуры муниципальные автономные учреждения. Например, в Покровске это МАУ «Городская среда», в Нюрбе дирекция по управлению общественными пространствами города Нюрба, в Бердигистяхе работает с этим местная администрация, с управлением молодежи. То есть специально создаются структуры, которые за состояние отвечают именно тем, что, во-первых, проводят так называемое социокультурное программирование, то есть когда для того, чтобы территории были интересны, привлекательны для жителей, необходимо обязательно делать так называемые социокультурные программы, то есть перечень мероприятий в течение всего года. И если обеспечить поток людей, то это очень интересно будет уже для бизнеса. То есть как только приходит большое количество людей, это уже сфера услуг. То есть как только мы пришли с детьми гулять в парк, мы сейчас, например, в городском парке гуляем, огромное количество людей, и, конечно же, важно именно то качество услуг, которое предоставляют наши предприниматели. Но предприниматели не придут на те территории, которые пустые. А пустыми они могут быть, если нет никаких мероприятий, если они не поставлены на баланс. Поэтому очень интересно, когда такие структуры создаются, когда администрации работают с бизнесом, и как только заходит бизнес, появляется доход, и в свою очередь этот доход можно направить уже на содержание и эксплуатацию, на полив зеленых насаждений, на уборку, на текущие ремонты. То есть, как правило, в бюджетах муниципалитетов не хватает средств на это. Вот. Ну и сейчас, например, в городе Якутске этим занимается дирекция управления общественными пространствами. Это наш городской парк. Руководителем этой дирекции является Николай Николаевич Мартынов. Они взяли несколько территорий на баланс уже дирекции. И мы очень надеемся, что в этом году активно окружная администрация города Якутска также начнет работать с предпринимателями. Например, на сквере Тружеников тыла, это за кинотеатром «Центральный», уже зашел малый бизнес. Наверное, многие жители заметили, что там поставлен павильон, и в этом павильоне будут, понятно, продавать кофе, может быть, какие-то небольшие сэндвичи, бургеры, возможно. И при этом как раз представители малого и среднего бизнеса, они пошли навстречу городу и будут проводить там различные мероприятия. Будем следить, как это будет территория меняться. Или, например, наш бульвар Учителя, о котором многие говорят и пишут. На самом деле я всегда говорю о том, что, к сожалению, такое состояние территории в первую очередь, конечно, зависит от того, что территория до сих пор не была поставлена на баланс. Нет хозяина, нет, соответственно, и содержания. И вот сейчас, насколько я знаю, принято решение, значит, на содержание эту территорию передать Фонду будущих поколений. Владимир Анатольевич Егоров, руководитель Фонда будущих поколений, видит эту площадку как такую экспериментальную площадку для отработки именно формата управления территориями. И посмотрим, как это сработает. Я думаю, что это важно для Фонда будущих поколений, потому что тоже мы знаем, многие жители знают, что сейчас строится парк будущих поколений в самом центре города Якутска, на пустыре рядом с Мусхая, и там как раз необходимо выстроить эту систему обслуживания, именно управления такими территориями, каким образом обеспечить постоянное содержание и качественную эксплуатацию таких территорий. Так, значит, вот вопрос от Афанасия Чарина. Проспект Ленина, когда закончится ремонт? Ремонт будет идти 2 года. В этом году ремонт поэтапно по участкам, занимается этим
МКУ «Главстрой», это подведомственное учреждение Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры города Якутска. Они являются заказчиками. Подрядная организация King-95. Очень большой проект, и, конечно же, сейчас в этом году, в юбилейном году, основные работы будут связаны с расширением проезжей части, с обеспечением обустройства пешеходных зон, велосипедной инфраструктуры. И мы очень надеемся, что к концу лета, к осени, совместно с представителем малого и среднего бизнеса, масштабная реконструкция проспекта Ленина будет значительно менять уже понимание того, что такое современная городская среда. А в следующем году будет уже понятно, что завершены эти работы, в том числе, например, озеленение, скорее всего, конечный результат мы увидим только через сезон, потому что, как правило, озеленение должно проводиться весной или осенью. Весна, понятно, вот только начинаем мы работы. Осенью все посадки, результаты будут видны только в следующий сезон. Так, входит ли в благоустройство замена асфальта? Это задает Юрий Никифоров. У нас двор нормальный на Ярославского, но дороги, тротуар в плохом состоянии, хотят в центр города. Вот могу посмотреть город Якутск по улице Ярославского. Если вы попали в программу, вы можете уточнить у себя в округе. Ярославского — это центральный округ, Дина Олеговна Николаева, руководитель округа. Так, я вообще вот список у меня под рукой, не вижу улицу Ярославского в этой программе, да? Но когда объекты попадают в программу, то да, обязательно первое, что мы делаем, это обустройство проездов, замена наружного покрытия или обязательно устройство твердого покрытия, если его не было до этого. Вот, замена тротуаров, плюс освещение, установка лавочек и урн. И вот плюс мы в этом году по программе «Тысячи дворов на Дальнем Востоке» как раз дополняем еще очень большим функционалом по обустройству детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха. К сожалению, вот я Ярославского не вижу в программе. Мы очень надеемся, что программа продолжится и в следующем году, но даже если не программа «Тысячи дворов на Дальнем Востоке», то в любом случае есть принятый указ о социально-экономическом развитии города Якутска, подписанный главой республики, в соответствии с которым ежегодно в Якутске должны благоустраиваться не менее 30 дворовых территорий. Поэтому любой житель города Якутска может подать заявку, объединившись, естественно, с соседями, в ближайшей либо администрацию округа, либо прямо в окружную администрацию. Вы можете писать даже и наверняка в адрес главы города путем прямого обращения. Вот. И окружная администрация, и вообще для всех муниципалитетов такой механизм работы, он как раз дает понимание востребованности этих программ, сколько нужно дворов обустроить. Во всех муниципалитетах приняты муниципальные программы по благоустройству, в которых уже проанализирован весь перечень нуждающихся объектов благоустройства и как дворовых территорий, так и общественных пространств. Так, здесь еще ВКонтакте, да, какие-то вопросы. Кто следит за фасадами зданий, спрашивает Светлана Черкашина. Очень интересный вопрос. Понятно, что такое фасады зданий. Это собственность той или иной формы. Мы знаем 4 формы собственности. Объекты могут быть федеральной собственности, могут быть региональной, так называемой республиканской собственности. Некоторые здания являются муниципальной собственностью, то есть относятся, допустим, к тем муниципалитетам, на территории которых они стоят. И основная часть зданий – это, конечно же, частная собственность. Поэтому следить за фасадами должны сами собственники. Если это, например, не знаю, здание федерального казначейства, то на содержание и эксплуатацию предусматривается бюджет из средств самого казначейства. Если это, например, окружная администрация или муниципальные здания,
то, конечно же, в бюджете муниципалитета. Если это республиканские здания, такие как Дом правительства или, например, объекты, там, которые обслуживает служба эксплуатации технического обеспечения администрации главы и правительства, то, конечно же, это ответственность республиканских органов. И хочу обратиться уже к нашим представителям малого и среднего бизнеса, к собственникам, правообладателям земельных участков. Основная доля объектов – это частная собственность. И мы, как собственники, обязаны сами следить и содержать наши объекты в таком надлежащем состоянии. Например, любой из нас, если мы проживаем в многоквартирном жилом доме, эту работу должен осуществлять за счет, например, средств управляющей компании. Мы же платим за коммунальные услуги, соответственно, наши управляющие компании ответственны за то, чтобы там убирать прилегающие территории. Или, например, жильцы многоквартирных жилых домов ежемесячно платят в фонд капитального ремонта средства, которые накапливаются и могут быть использованы именно на капитальный ремонт тех или иных зданий. А что касается объектов нежилых, коммерческой недвижимости, здесь, конечно, полностью ответственность на собственниках. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к представителям малого и среднего бизнеса. Сейчас в рамках юбилейных мероприятий, которые стартуют уже 27 апреля, весь год хочется все-таки в таком праздничном настроении, с хорошим подъемом, как-то вместе объединить усилия и отнестись с особым пониманием к внешнему облику наших зданий и сооружений. Это касается в том числе информационных вывесок, рекламных конструкций. Очень много у нас в городе Якутске, к сожалению, визуального мусора, много баннеров, много лишних элементов. Это все можно сделать совместными усилиями. Буквально на той неделе очень большой ряд публикаций пошел по реализации дизайн-кода проспекта Ленина в городе Якутске. И как раз мы там обратили внимание на то, что сегодня масштабная реконструкция проспекта Ленина – это как раз возможность тем собственникам, которые выходят прямо на проспект, получить благоустроенную, современную прилегающую территорию. Вам уже не надо тратиться на обустройство. Например, многие представители, бизнеса, которые там на окраинах города, вне благоустроенных районах города или в менее комфортных условиях, они, конечно, вынуждены как раз искать средства на свою прилегающую территорию. А здесь очень хорошая возможность за счет реконструкции проспекта Ленина заодно уже не тратить средства на прилегающую территорию, а потратить средства, например, на обновление фасада, на замену вывески, на замену входной двери, может быть, там окна, покраска фасада, ремонт небольшой. Поэтому еще раз, только вместе мы можем сделать наш город комфортнее и, соответственно, обеспечить такое хорошее, качественное содержание. Какова максимальная сумма из бюджета дается на ремонт? Ирина Соловьева спрашивает, но здесь немножко нужно понимать, на какой ремонт. Из бюджета, еще раз, средства выделяются целевые. Если, например, мы понимаем, что, смотрите, каким образом сегодня идет, например, капитальный ремонт проспекта Ленина. Проспект Ленина как объект является муниципальной собственностью. То есть все дороги, находящиеся на территории окружной администрации, они в той или иной мере являются, в основном муниципальной собственностью. Есть, например, федеральные дороги, которые являются федеральной собственностью, или, например, региональные дороги, на которые выделяются средства из, в том числе, регионального бюджета, да? И понятно, что на частную собственность вообще из бюджетов средства не выделяются. То есть, например, на ремонт частного дома вы не сможете получить средства, например, из средств национального проекта. То есть национальный проект «Безопасные и качественные дороги» сегодня направлен на целевое, на целевое строительство или ремонт дорог и улиц в населенных пунктах. Поэтому здесь довольно-таки сложно. Были отдельные случаи, например, в рамках подготовки к
к спортивным играм «Дети Азии», когда из республиканского бюджета выделялись отдельные средства на ремонт фасадов. Но это тоже такие, не всегда удается вот такую возможность иметь. Вот в этом году, к сожалению, таких средств нет, поэтому еще раз мы обращаемся уже к самим собственникам. Так, Максим Петров спросил, входит ли в нацпроект рейтинговое голосование. Да, действительно, нацпроект «Жилье и городская среда» – это государственная программа. Средства в виде субсидий поступают в республику и прямиком, значит, реализовывается через государственную программу формирования комфортной городской среды. И для того, чтобы получить средства на благоустройство общественных пространств или дворовых территориях в тех или иных муниципалитетах, обязательно проходит процедура рейтингового голосования. Это на общественной территории. То есть рейтинговое голосование – это просто подтверждение людей, жителей, что им действительно в первую очередь важно благоустройство каких-то территорий. Вот, например, приведу пример. Сегодня на рейтинговое голосование вынесены 40 территорий, 40 объектов голосования в 17 муниципальных образованиях. Так, например, в городе Якутске на рейтинговое голосование вынесены сразу 5 территорий. Это благоустройство набережного озера Сайсары и сквера Матери, благоустройство сквера имени Федора Кузьмича Попова, благоустройство набережной имени Романа Дмитриева, сквер строителей и благоустройство набережной в городе Якутске по мотивам произведения Сметанина «Алуакут и Нюргугун». И здесь сами жители должны как раз для себя выбрать, что они считают наиболее приоритетным, какую территорию в первую очередь благоустроить. Потому что, к сожалению, средств в программе все равно недостаточно. И сами жители должны как раз определить приоритетность, что в первую очередь важнее благоустроить. Вот на текущий момент проголосовало, допустим, в городе Якутске за благоустройство набережного озера Сайсара уже 171 человек. Вот. За сквер строителей пока только 2 человека. Голосование идет в электронном виде на площадке Добро.ру. У нас определены очень предметно волонтеры, которые работают на территории муниципальных образований. Они ответственны за информирование населения. Вот. К сожалению, пока в городе Якутске не так много волонтеров, но сейчас, буквально в эти дни, и через Министерство молодежи, и через окружную администрацию эта работа идет. И уже скоро, совсем скоро, вы практически на всех территориях массового пребывания людей будут такие специальные баннеры, места для проведения голосования, и каждый житель сможет проголосовать за ту или иную территорию. Очень активно сегодня идет голосование, например, в Сунтарском наследии. Сунтарский наслед вообще уникальный. Я только что рассказала в начале эфира о том, что и в прошлом году они очень активно участвовали в рейтинговом голосовании. Вот в этом году они 2 территории выставили на рейтинговое голосование. Это благоустройство территории микрорайон 100 лет ЯССР и благоустройство территории сквер экологов. Также очень активно участвует у нас Татинский наслед. Это село Утыкёль. Жители, уже 455 жителей проголосовало, например, за благоустройство парка культуры и отдыха имени Федора Хлопкова. Параллельно идет голосование за детскую площадку в селе Утыкёль, там пока 33 голоса, а вот за парк проголосовали уже 455 человек. Или город Нерюнгри. В городе Нерюнгри 2 территории выставлены на рейтинговое голосование. И довольно-таки ровно идут, например, сквер Западный в квартале Д города Нерюнгри набрал 315. Это всего неделя у нас голосование прошла. Голосование, еще раз, пройдет до 30 мая. И каждый житель старше 14 лет, прописанный на территории муниципального образования, имеет право отдать свой голос. В городе Нерюнгри вот всесезонный парк спорта и отдыха «Амикан», который давно есть в планах администрации, пока проигрывает скверу Западному. За него отдали голоса 171 человек. Вот. Активно довольно-таки идет город Ленск, город Мирный. Вот. Мы будем отслеживать еженедельно ход рейтингового голосования и, соответственно, отслеживать, сколько же
людей будет участвовать вот в таком мероприятии. В прошлом году в рейтинговом голосовании приняли участие 59,5 тысяч якутян. И вот по итогам этой работы благоустраивается, например, парк в селе Майя, в самом центре, Комсомольская площадь в селе Майя. Такие объекты, как, например, благоустройство сквера в селе Масагалох. У нас 13 общественных территорий в этом году реализовывается по программе ФСГС. И в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» еще 23 мини-парка, вот, и большое количество дворовых территорий. Чуть-чуть вкратце хотела бы рассказать о мини-парках. Например, смотрите, какие мини-парки, очень интересные проекты. Все проекты вы можете посмотреть либо на ресурсах своих администраций, либо на площадке нашего центра компетенции «Лето Якутия». Мы сегодня активно ведем свои социальные сети в таких пабликах, как Telegram, ВКонтакте, Одноклассники. В Телеграме вы можете подписаться на мой личный канал, где я тоже время от времени нахожу возможность публиковать такие интересные проекты. И вот, например, по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» смотрите, какие интересные проекты у нас благоустраиваются. Например, мини-парк строителей в селе Амга или в селе Дельюкю. Такой тоже дворовая территория, которая является в том числе и мини-парком, и зоной отдыха, и проведения культурно-массовых мероприятий. То есть, например, если это маленькое село, и в нем всего несколько многоквартирных жилых домов, то, как правило, людям, детям негде проводить свое время, нет хорошо обустроенных дворовых территорий. Поэтому мы убиваем, так сказать, сразу двух зайцев одним выстрелом, делая дворовую территорию в виде небольшого мини-парка. Или, например, вот парк Кюнкю, это в селе Андреевское, Югейский наслег, благоустраивается именно рядом с многоквартирными жилыми домами. В селе Магарасы, в микрорайоне Артык, появится мини-парк, тоже очень интересный, в Горном Улусе. Или, например, в Кобяйском Улусе идет сейчас благоустройство, синхронизированное с программой ФСГС, парка и отдыха, который также находится рядом с многоквартирными жилыми домами. И таких территорий очень много, очень много. Например, в поселке Махсагалов, как я уже сказала, будет благоустроена очень серьезная территория, мини-парк прямо в середине большого количества многоквартирных жилых домов. И там появится и детская площадка, и спортивная площадка, и территории выделены специально под предпринимательскую деятельность. Будет построен силами местных предпринимателей павильон, где жители смогут, приходя отдыхать с детьми на эту дворовую территорию, в том числе получать качественные услуги. Можно будет погреться или, наоборот, в жаркое время купить холодной воды, мороженого. В общем, все для того, чтобы мы могли ощущать комфорт и уют в наших городах и селах. Какие еще вопросы? Например, такой глобальный вопрос к столетию ЕАСР: что сделано в части развития комфортной городской среды? Как я уже сказала, кроме благоустройства, понятно, что мы, как Управление архитектуры и градостроительства, занимаемся серьезными большими комплексными проектами. Например, в данное время идет разработка мастер-плана столицы Республики Саха-Якутия, города Якутска. И уже в июле мы увидим визуализацию стратегии развития города Якутска. Такая же работа ведется по крупным городам, таким как Нерюнгри и Мирный, а также и по малым городам. Значит, мы разрабатываем мастер-планы для городов Ленск, Алдан, Томот, Алёкминск и, например, как пример сельского поселения, для Намской агломерации будет разработан специальный мастер-план, в котором жители республики увидят планы по развитию этих населенных пунктов.
Кроме этого, большая работа идет в разрезе строительства объектов социальной инфраструктуры, школ, детских садов, домов культуры, спортивных учреждений. Появляются вот сейчас в рамках празднования юбилея республики современные, абсолютно как бы уже другого архитектурного облика объекты, которые являются гордостью для жителей наших городов и сел. Или, например, программа расселения из ветхоаварийного жилья, а также зона внимания нашего управления. Буквально вот совсем недавно были введены жилые дома в селе Чурапча или в поселке Уснера, которые совершенно по-другому сегодня заставляют нас как бы понимать, что города и села республики могут быть не просто теплыми, жилые дома могут быть не просто теплыми и благоустроенными, а еще и современными и красивыми, и влиять на нашу жизнь так же, как небольшие общественные пространства и благоустройство дворовых и общественных пространств. Так, вопросы на сегодня, по-моему, исчерпаны. Вы можете, уважаемые жители республики, вот со своими вопросами всегда обращаться в наши, еще раз, паблики. Напоминаю, что это телеграм-канал Управления архитектуры Центра компетенции «Лето Якутия», мой личный телеграм-канал доступен для вопросов, и наши официальные сайты, на которых вы можете найти адреса электронной почты, куда можете всегда обратиться, и в том числе через ваши администрации муниципалитетов, через глав городов и поселений. Вы можете всегда найти, получить ответы на вопросы о развитии тех или иных населенных пунктов. Спасибо всем большое за участие. До следующих встреч.